Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести Чеченской Республики». В студии я, Лейла Муртазова, и в начале главная тема выпуска. Осенний инфоповод. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Президент страны Владимир Путин провел рабочую встречу с главой региона Рамзаном Кадыровым. На встрече были отмечены заслуги чеченских бойцов в зоне специальной военной операции и успехи региона. Дни татарской культуры. Дни культуры Республики Татарстан покажут творческий потенциал братского народа. Национальный колорит с ноткой романтики. Наталья Депутатова о примере спектакля Атнинского театра. Книга как связь между народами. В Золотой книжный фонд «Субъекта» передали 175 уникальных книг. В рамках Дней татарской культуры состоялось торжественное открытие выставки «Книга в пространстве культуры». Президент Российской Федерации провел рабочую встречу с главой региона. Владимир Путин отметил результативную деятельность в социально-экономической сфере Рамзана Кадырова и его команды, а также заслуги чеченских бойцов в зоне специальной военной операции. Рамзан Абуев с подробностями и деталями встречи. В начале встречи Владимир Путин отметил, что в социально-экономической сфере Чеченской Республики наблюдается положительная динамика. Это, по мнению президента, происходит благодаря Рамзану Кадырову и его команде, который плодотворно работает и эффективно взаимодействует с федеральным центром. В целом динамика положительная. Это в значительной степени происходит благодаря вам, вашей команде. Уверенно люди работают. Ну и хорошему взаимодействию с правительством Российской Федерации. У нас есть ряд серьезных программ, задач, о которых вы сами все время говорите. Но я знаю, что вы подготовили список вопросов, которые хотели бы обсудить. Пожалуйста. Да, Владимир, добрый день. Спасибо, что нашли время, чтобы увидеться, встретиться. Рамзан Кадыров свой доклад начал с темы специальной военной операции. Чеченская республика занимает особое место в выполнении задач СВО. Помимо активного участия бойцов, именно в Российском университете спецназа в Гудеремесе проходит подготовка военных со всей страны. А региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова занимается снабжением добровольцев всем необходимым. Вместе с тем, более 23 тысяч тонн гумпомощи направлено организации, бойцам и населению освобожденных территорий. В регионе наряду с федеральными установлены и единовременные выплаты мобилизованным и добровольцам. Я просто хотел бы до того, как начать про республику, это тем, чем мы занимался на начало и по сегодняшний день на территории СВО. И думаем, похвастаться даже хотели, что сделать и гуманитарное направление, и боевой. Вот ваш отряд там показывает хороший результат. Каждый день берут плен, каждый день уничтожают технику, никакие абрамовцы, как называют их танки, не страшны. Как мы им, я считаю, что мы им делали рекламу. А так сегодня бойцы. Дух хороший, я иногда заглядываю, как что находится. Абсолютно все их вопросы решаемые, никаких проблем у них нету, связь, техника. Мы от начала до по сегодняшний день купили 1100 чем-то машин, из них 100 чем-то бронированных машин. Даже не от республики, другим мы тоже помогаем. Это наше общее дело, поэтому мы вместе должны их выиграть. Весь народ вас поддерживает, и мы единственный регион, я могу сказать, что создали 5 полков и 3 батальона за это время республики. И они сегодня на СВО занимаются.
Глава государства высоко оценил деятельность наших бойцов, которые героически сражаются на передовой с первых дней начала операции, и отметил, что осведомлен об успехах чеченских подразделений и решительным настроем в выполнении поставленных задач. Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, семьям их самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют. Воюют уверенно, хорошо, мужественно и героически. Очень хороший, мне очень радует, что очень хорошие контакты сложились с другими подразделениями. Я знаю отношения командиров, в том числе вышестоящего звена. Я уже, по-моему, говорил, одного спросил, как там ребята из Чечни воюют. Ответ был прям в ту же секунду. Не подведут, я в них полностью уверен. Понимаете, это все-таки обо многом. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях. Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей. Мы, если ваш приказ не выполнен, значит, нам не жить в этом государстве. Мы 100% выполним ваш приказ. Спасибо. Успешно реализуется и национальный проект образования, который дал новый толчок для развития этой сферы в регионе. За 2023 год свои двери распахнут 27 новых школ, а 76 открылись после капитального ремонта. На 2024 запланирован запуск 8 новых образовательных учреждений. Одно из них – столичное, рассчитанное на 2500 учеников. Это будет одно из самых больших в России. Обусловлено это, в частности, демографическим приростом населения. Вместе с тем, в новом учебном году заработал филиал МГУ имени Ломоносова в Чеченской Республике. Это первый филиал данного вуза в стране. Ну, все мы, во-первых, знаем высочайший авторитет нашего уважаемого главы Рамзана Ахматовича, благодаря которому взаимодействие налаживать с любым уровнем, с любым кабинетом, как мы порой говорим, на федеральном уровне, в любом министерстве, сегодня нам не составляет труда. Это назначить встречу, обговорить какой-то проект, какой-то мониторинг, рейтинг. Нас всегда встречают с улыбкой, для нас всегда двери в наших федеральных ведомствах открыты. Чеченская республика, Министерство образования Чеченской республики, благодаря постоянному контролю и поддержке Рамзана Ахматовича в рамках исполнения всех критериев национального проекта образования в числе лидеров. Основным, конечно, критерием у нас в этом году, в 2023 году, было наконец поставить точку в проблеме трехсменного режима обучения, которое всегда последние годы Рамзан Ахматович поднимал на самом высоком уровне. Было на это и поручение президента страны Владимира Путина. В этом году, к началу учебного года, наконец, эта проблема решена. Бойцы из Чеченской Республики с начала СВО находятся в самых горячих точках и успешно выполняют все возложенные на них задачи. Благодаря высокому духу и подготовке они смогли очистить от неонацистов множество населенных пунктов. В контингент военнослужащих, сформированных 5 полков и 3 батальонов, вошли исключительно чеченские ребята. Глава Чеченской Республики Рамзан Ахматович Кадыров в своем телеграм-канале, в своих выступлениях уже не раз говорил об этом, о том, что полки сформированы из опытных бойцов. Это опытные бойцы, которые уже не первый год служат в Росгвардии или Министерстве обороны. Это основная часть этих бойцов, это те, кто уже прошел некий боевой путь, участвовал в боях на территории СВО. В частности, очень большой опыт наши бойцы получили в битве за освобождение города Мариуполь. И основная часть этих бойцов, конечно же, это уже опытные бойцы, которые не новобранцы, не новички, которые знают, как обращаться с оружием, которые знают, как действовать в составе штурмовых бригад. И делятся этим опытом уже с другими такими менее опытными, но все равно товарищами по боевому братству, так сказать. Да, это вопрос очень важный. Формирование этих подразделений позволило нам добавить рабочие места. Эти ребята получают заработную плату, у них есть возможность продвинуться, так сказать, по лестнице боевой славы, набраться опыта, получить награды в том числе. Ну, естественно, фондом оказывается также и помощь как для самих бойцов, так и им семьям. Поэтому, конечно, для республики это большое подспорье.
Регион занимает лидирующие позиции по числу успешно реализуемых госпрограмм и национальных проектов. Экономика показывает стабильный рост, промышленное производство растет, развивается предпринимательство. Активно привлекаются инвестиции. На модернизацию цементного завода привлечено 8,7 миллиарда рублей. Строится аэропорт и аэровокзальный комплекс с суммарным объемом инвестиций более 29 миллиарда. Действуют две особые экономические зоны. Согласно рейтингу инвестиционной привлекательности Агентства стратегических инициатив субъектов в лидерах по стране. Благодаря титанической работе, которую осуществляет Рамзан Ахматович Кадыров, наш уважаемый глава, в Чеченской Республике из года в год наблюдается стабильный и систематичный рост по всем основным показателям. В частности, если брать в пример основные социально-экономические показатели, то объем отгруженных товаров, выполненных работ и оказанных услуг вырос на 31% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил суммарно более 112 миллиардов рублей. Объем промышленного производства вырос на 23% и суммарно составляет более 35 миллиардов рублей. Продукции сельского хозяйства выпущено больше на 2% и суммарно более 20 миллиардов рублей. Объем строительных работ выполнен на 74% выше, чем в аналогичном периоде прошлого года и суммарно превысил 55 миллиардов рублей. Объем инвестиций в основной капитал в Чеченской Республике также показывает динамичный рост. Это 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и более 54 миллиардов рублей. Также хотелось бы особое внимание уделить тому, что руководство страны Владимир Владимирович Путин на сегодняшней встрече с нашим уважаемым главой, героем России Рамзаном Ахматовичем Кадыровым также отметил успехи региона и что мы уже второй год подряд занимаем лидирующую позицию среди всех субъектов Российской Федерации в части указа президента по оценке деятельности глав субъекта, где ряд показателей по социально-экономическому направлению анализируются, отслеживаются, и мы уже второй год подряд занимаем первую позицию в указанном рейтинге. После политики обсудили перспективные планы и достижения региона. Владимир Путин отметил положительную динамику в развитии. Рамзан Кадыров доложил о социально-экономической ситуации и озвучил вопросы, в решении которых необходима помощь от федерального центра. Глава государства, в свою очередь, пообещал оказать содействие. Ситуацию в республике, я понимаю, так уже в целом вы, по-моему, тоже оцените примерно так же. У нас в республике особых проблем нету, эти проблемы вы давно решили. Сейчас есть технические вопросы такие, которые, как всегда, нужна ваша помощь. В последнее время в некоторых СМИ появлялись неподтвержденные сведения, что Рамзан Кадыров якобы госпитализирован и впал в кому. А всем, кто не может отличить правду от лжи в сети интернет, глава республики ответил коротко и емко. Про вас ведь в последние дни, недели, что только не писали. Про здоровье ваше. Что вы этим людям могли бы ответить? Ахмат сила. Рамзан Абуев, Селим Ампукаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Позже в своем телеграм-канале Рамзан Кадыров поделился тем, что встреча с президентом Российской Федерации прошла плодотворно. Глава государства внимательно выслушал руководителя субъекта, который поделился успехами региона в самых разных сферах, а также наболевшими вопросами, которые Владимир Путин обещал разрешить в ближайшее время. Мы бесконечно благодарны Владимиру Владимировичу за все, что он сделал и делает для того, чтобы чеченский народ, будучи неотъемлемой частью многонационального российского общества, сумел принести пользу нашей великой родине России. Рамзан Кадыров раскрыл подробности одного из вопросов, оставшегося за кадром. Президент Российской Федерации поддержал идею строительства новой мечети в столице нашего государства. Она будет воздвигнута на улице имени первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата Хаджи Кадырова в Южном Бутове. По приблизительным данным, в настоящее время в Москве проживает более 3 миллионов мусульман, в связи с чем существует необходимость в строительстве новых религиозных объектов. Нередко в праздничные дни из-за нехватки мечети верующие вынуждены молиться на улице, а это, в свою очередь, проводит к нарушению работы городских служб, отметил глава региона. Цитата. «Я признателен Владимиру Владимировичу за такой ценный подарок и безгранично благодарен за все, что он делает для укрепления и развития нашего многонационального государства». Конец цитаты.
В регионе продолжаются Дни татарской культуры. Делегацию из братского субъекта возглавляет министр культуры Ирада Аюпова. Сегодня состоялись ряд значимых мероприятий, среди них торжественное открытие выставки «Книга в пространстве культуры». Подробнее в сюжете Амины Тупилаговой. Национальная библиотека Республики Татарстан приехала не с пустыми руками. В Золотой книжный фонд субъекта было передано 175 уникальных книг, причем совершенно различной тематики – от истории до кулинарии. Открытие выставки «Книга в пространстве культуры» состоялось в рамках Дней культуры Республики Татарстан. Делегацию из братского субъекта возглавил министр культуры Ирада Аюпова. Мероприятие стало центром притяжения творческой интеллигенции. Хочу выразить благодарность министру культуры Республики Татарстан Аюповой Ираде Хафизяновне за реализацию данного проекта. От имени министра культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановны Кадыровой, от лица всех работников министерства, работников культуры, большая вам благодарность за возможность, которую вы предоставили жителям Чеченской Республики, за возможность познакомиться, прикоснуться и подружиться с культурой Республики Татарстан. Жемчужинами выставки стали две книги, иллюстрирующие татарскую культуру, переданные в дар лично из рук министра. Примечательно, что она участвовала в их создании. Мы сегодня очень много книг выпускаем, посвященных истории, культуре, традициям нашего народа и литературе. Сейчас готовится антология. Я думаю, что мы ее, Аркаиль говорил о том, что есть переговоры, чтобы перевести ее в перспективе на чеченский язык. Но вот это был один из первых шагов. Я, кстати, участвовала в создании этой книги «Татарский мир», «Татар Таньясл». Здесь очень большой блок посвящен культуре. В рамках мероприятия также было подписано соглашение о дальнейшем тесном сотрудничестве между главными музеями двух регионов, а также национальными библиотеками Татарстана и Чеченской Республики. Дальше мы будем сотрудничать уже с абсолютным пониманием того, какие еще книги нужны, о чем эти книги могут быть. А в том числе я знаю, что нам уже подготовили более 40 книг, которые мы с собой увезем, и они будут в нашей национальной библиотеке. Это первая ступень нашего общения. С книги начинается все. В нынешних реалиях как никогда ясно, что России необходима консолидация общества во всем его многообразии традиций, культур и языков. Мы, как Чеченская Республика, носители, скажем, дружбы, уважения, толерантности, интернационализма, мы всегда декларируем вот эту вот идею. И сегодня результат этой идеи нашего главы Чеченской Республики, нашего народа, оно воплощается в жизни. Завершилось мероприятие круглым столом, за которым собрались мастера пера и слова. Амина Тупилагова, Сайтамин Мусаев, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. Во дворце торжеств имени Дагуна Амаева прошла выставка изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции мастеров народных художественных промыслов в Республике Татарстан. Также для гостей мероприятия была подготовлена насыщенная концертная программа. С подробностями Адам Магомедов. На выставке изделий декоративно-прикладного искусства и сувенирной продукции мастеров народных художественных промыслов Республики Татарстан, прошедшей во дворце торжеств имени Дагуна Амаева, любой желающий мог познакомиться с элементами культуры данного народа. Национальная одежда, посуда, ковры, куклы и не только. На выставке представлено множество различных музыкальных инструментов. Один из них из вида смычковых – это кылкубыз, можно сказать, прародитель скрипки. Сделан он из цельного дерева, козьей кожи и, конечно же, конских волос, которые придают ему приглушенный звук. Играет на нем сидя. Раньше это делали кочевые народы, жившие в степях. Создан он более 1000 лет назад. Изготовил все эти музыкальные инструменты Фарат Хамбеков. Мужчина занимается этим с 1998 года, делая этнические и мелодичные приборы для различных народных ансамблей или же музыкантов-любителей. Инструменты раньше называли больше как целительные. И в старые времена музыкантов было очень мало. Их даже называли целителями, шаманами, еще. То есть с помощью музыки они воспроизводили такой целебный эффект.
С такого яркого музыкального выступления началось вступление в гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Перед тем, как продолжить насыщенную концертную программу, на сцену вышли заместитель председателя правительства Чеченской Республики Муса Дадаев и заместитель председателя Госсовета Республики Татарстан Марат Ахметов. Они выступили перед собравшимися с приветственными словами. За эти короткие 15 лет Республика Чеченская успела пройти и обеспечить динамичное развитие своей республики во многом другим. Вот этого всего приходилось бы добиваться не менее чем за 50 лет. Человеческое, доброе, хорошее нас объединяет друг друга. Поэтому мы рады вас приветствовать на территории Чеченской Республики. Соответственно, и мы будем в гостях, и были у вас в гостях. И вам тоже спасибо за ваш теплый прием, гостеприимство. И надеемся, мы сможем отплатить вам то же самое и теплом, и гостеприимством. Распоряжением руководителя субъекта благодарственными письмами главы Чеченской Республики наградили министра культуры Республики Татарстан Ираду Аюпову и руководителя Фонда поддержки развития культуры Нурию Хашимову. Приказом министра культуры региона Айшат Кадыровой благодарность от руководителя ведомства объявили представителям Министерства культуры Республики Татарстан. После официальной части начался масштабный гала-концерт, который познакомил зрителей с самыми яркими творческими коллективами братского региона. Танцевальные и вокальные номера оставили всех присутствующих в зале под большим впечатлением. Программа, разнообразная программа, живой звук. Оркестр понравился. И вообще очень представили татарскую культуру. Завершился вечер грандиозным коллективным выступлением, а вместе с ним и Дни татарской культуры в Чеченской Республике. Адам Магомедов, Магомед Басаев, Бекхан Эбиев. Вести, Чеченская Республика. В Русском драматическом театре имени Михаила Юрьевича Лермонтова на суд местного зрителя представили спектакль Атнинского татарского театра. Познакомиться с творчеством другой национальности прибыли многие жители региона. Каков он, татарский колорит, расскажет Наталья Депутатова. Труппа Атнинского театра приехала в регион в рамках Дней татарской культуры, проходящих по инициативе министра культуры нашей республики Айшат Кадыровой. Дни культуры Республики Татарстан покажут творческий потенциал братского народа, его устремленность к созиданию и миру. В то же время вы приобретете бесценный опыт и познакомитесь с новыми веяниями национальной культуры, органической частью которой является и культура Чеченской Республики. Искренне желаю незабываемых впечатлений и творческих успехов всем организаторам и участникам этого прекрасного мероприятия. Министр культуры Чеченской Республики Айшат Рамзановна Кадырова. Грозненский русский драматический театр имени Лермонтова уже взаимодействовал с театрами Татарстана в рамках фестиваля «Федерация», традиционно проходящего каждый год в Чеченской Республике. Нам очень приятно, что именно у нас открываются дни культуры. И самое интересное, что будет продолжение, будет выставка книг, будет выставка предметов прикладного искусства, будут встречи творческой интеллигенции Татарстана и Чеченской Республики, и будет большой гала-концерт мастеров искусств Республики Татарстан. Спектакль, представленный в этот раз, пьеса о временах становления советского периода. Противостояние двух колхозов, которые разделяет плотина за право первенства в работе трактористов. Красной нитью через все повествование проходит, конечно, любовь, которая возникает между парнем и девушкой с разных берегов. Постановка полностью на татарском языке, много танцев и музыки. Конечно, спектакль собрал много театралов. Здесь и просто любители искусства, представители Министерства культуры, руководители ведомств и гости нашего региона. В зрительном зале яблоку негде упасть. Это музыкальная комедия, жанр спектакля музыкальной комедии. Это татарская классика, я больше скажу. Режиссер спектакля, главный режиссер нашего театра, выпускник ГИТИСа московского. Среди зрителей были и представители татарского народа. Целая диаспора проживает в станице Гребенская в Шелковском районе республики. Некоторые, узнав о предстоящем событии, приехали в столицу региона, чтобы увидеть спектакль и услышать родную речь со сцены. Рекомендую другим жителям нашей республики, если они еще, наверное, завтра, послезавтра еще будут здесь у нас, чтобы кто сегодня не успел посмотреть, чтобы они посмотрели хотя бы еще раз и убедились.
в творчестве и красоте этого спектакля. Подобные мероприятия регулярно проводятся Министерством культуры Чеченской Республики. Наши актеры также выезжают на различные фестивали и праздники, проводимые в других регионах. Безусловно, знакомство с творчеством других национальностей способствует сближению и сплочению всех народов нашей Родины. Многообразие культуры Татарстана впервые представлено в Чеченской Республике спектаклем «Чайки». Комедийная мелодрама, поставленная на родном языке гостей, вызвала бурю позитивных эмоций у зрителей. Наталья Депутатова, Магомед Басаев, Вести, Чеченская Республика. Укрепление межнациональных отношений, воспитание молодежи, этнокультурное воспитание народов Северокавказского федерального округа и не только. В Грозненском доме печати состоялся культурно-просветительский фестиваль «Турпалхой Амлыш» «Нравы героев», участники, и среди которых гости из Республики Дагестан, а также Черленский казачий культурный центр и другие творческие коллективы. Вместе они представили свои примеры культурного творчества и музыкальные номера. Это на самом деле очень важно проводить подобные мероприятия или форумы, потому что они просвещают, во-первых, молодежь, во-вторых, они стимулируют их желание там участвовать в что-то подобном, узнавать свою там традиции, культуру, историю. А это как-никак очень важно, знать, откуда мы, кто мы и какие у нас были предки. 7-я междисциплинарная Северокавказская конференция по дерматологии и косметологии прошла в отеле The Local. Среди собравшихся профильные врачи и доктора общей практики. Участники обсудили актуальные вопросы диагностики и терапии таких заболеваний, как псориаз, дерматит, акне, а также передовые методики их исследования и зачитали доклады по данным темам. Это наша гордость, это гордость нашей республики, Минздрава Чеченской Республики, при поддержке нашего главы Рамзана Ахматовича Кадырова, когда сегодня мы, благодаря такому масштабному содействию, достигли того, что мы сегодня первые в Северном Кавказе, которые начали использовать биологическую терапию для лечения псориаза. У нас сегодня около 100 таких пациентов. Мы занимаем лидирующие места, и даже нас приглашают читать лекции на крупнороссийские мероприятия. В рамках фестиваля «Голос Кавказа» делегация журналистов из Юга России прибыла в Грозный. Свой визит они начали с осмотра достопримечательностей столицы, стартующей в храме Архангела Михаила. В ходе экскурсии гости узнали и то, как строятся дома и на каких машинах ездят жители. Затем они отправились в цветочный парк и купили сувениры. Также гости поднялись на смотровую площадку Грозный-Сити. Завершающий этап экскурсии – мечеть сердца Чечни. Парк цветочный мне очень понравился, очень понравились сердечки. Говорят, что там, если сфоткаться, любовь будет, да? Ну, посмотрим, проверим. Какой город красивый. И город строится, очень много новостроек, очень много домов, которые заложены. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и приложении «Смотрим». До новых встреч в эфире.